Агентство «Золотой караван», которое находится в нашем городе, дало нам задание создать рекламный буклет с достопримечательностями нашего города. Сведения все для этого буклета вы будете получать от учеников-гидов. И материал также они предоставят вам в качестве фотографий. А сейчас и сегодня на уроке мы с вами поговорим об орфограммах: безударная гласная и парная согласная. Перед вами сейчас таблица «Знаю», «Узнал», «Хочу узнать». Я предлагаю вам заполнить первую графу этой таблицы. Что вы знаете по данной теме нашего урока? Напишите то, что вы знаете о достопримечательностях, и можете уже написать свои пожелания на сегодняшний, на весь урок. Ваши пожелания, что вы хотите узнать. Приступайте, начинайте заполнять. Ангелина. В честь 115-летию Великого Казанского акта. Прекрасно. Правильно, согласны? Да. Читайте свой тонкий вопрос. Марина. Как назывался наш город несколько десятилетий? Кто отвечает? Лиза. Наш город назывался Джамбул. Знакомиться с архитектурными памятниками нашего города. Ученики-гиды расскажут вам о мавзолее. Пожалуйста, первый. Мавзолей Айша-Биби – это единственное в Казахстане строение, полностью украшенное резной терракотовой плиткой с множеством узоров и надписей. Айша-Биби была возлюбленной Карахана, который построил мавзолей в память о ней, а всего в 20 шагах от мавзолея Айша-Биби был построен памятник Бабаджи Хатун, верной няне и спутнице. А я вам расскажу еще, ребята, еще об одной тайне мавзолея Айша-Биби. Дело в том, что на одной из башен этого мавзолея сохранилась надпись из древнего двустишья, но время не пожалело эту надпись, и в ней исчезли некоторые буквы, которые нам с вами надо будет восстановить. Вы готовы к этой работе? Прекрасно, молодцы. Вот эта надпись, ребята. Ребята, кто готов уже восстановить надпись? Сидора, пожалуйста, объясняй. Какая буква, какая орфограмма? Осень. Ударение падает на первый слог. Во втором слоге бездарное гласное «е». Это правительственное слово «осенний». Пожалуйста, пиши на доске. Молодец. Кто готов к следующей? Илона, пожалуйста. Ручку передавай. Бегом, бегом. Так, рассказывай. Облака. Ударение падает на третий слог. В первом слоге бездарное гласное «о». Мы ее что? Мы ее запоминаем. Во втором слоге бездарное гласное «а». Ее тоже запоминаем. А первую безударную гласную мы должны запомнить, или мы ее можем объяснить? Можем объяснить. Каким словом? Облачко. Проверочное слово? Облачко. Облако. Хорошо, молодец. Так, ребята, будет работа в группах. Я раздаю текст. Одной группе я раздаю текст, в котором пропущены буквы. Второй группе я раздаю текст, в котором пропущены знаки препинания. То есть нужно найти границы предложений. А третья группа, группа экспертов, проверит ваши работы. Ребята, я вижу, ваши работы готовы. Группа, передайте экспертам свои работы. Эксперты, проверьте и оцените стикерами. Пожалуйста, передавайте и оцените стикерами правильность выполнения работы. Если все верно, то вы подарите звезду желтого цвета. Если есть ошибки, то подарите звезду красного цвета. Границы. Границы предложений правильно. Мы дали им желтую звезду. Прекрасно. Молодцы, я рада за вас, первая группа. Эксперты, пожалуйста, оцените третью группу. Третью группу. Третья группа. Безударные гласные неправильно выставили? Первая группа правильно выставила все безударные гласные. И парные согласные. Дарим вам звезду желтого цвета. Я рада за вас. Молодцы, ребята. Все поработали правильно. Ну, эксперты, я тоже вижу, что вы поработали правильно. Вы проверили границы предложений и безударные гласные.
тоже ошибок не заметили, поэтому я в вашей группе тоже ставлю звезду желтого цвета. Можете себе поаплодировать. Следующим этапом работы будет работа с группами однокоренных слов. Ваша задача выбрать из всего количества слов только те слова, с корнем которым я скажу. Например, первая группа выбирает слова с корнем «вода», вторая группа выбирает слова с корнем «дождь», и третья группа выбирает слова с корнем «водить». Свою работу вы оформите в кластер. И главное условие, что в центр кластера вы вставите то слово, которое должно стать проверочным. Задача ясна? Начинайте работу. Корень слова «дождь», проверочное слово «дождик», однокоренные слова «дождливый», «дождинка», «дождевый», «дождливый». Молодец, хорошо. Потом, ребята, будем оценивать. Корень слова «вода», проверочное слово «водный», однокоренные слова «водопад», «водяной», «водица», «вода». Прекрасно, молодец. И третья группа, прошу вас. Кто вас будет защищать? Адельжан? Давай. Говори. Корень слова «водить», проверочное слово «водит», однокоренные слова «водитель», «заводил», «проводил». Ребята, и в завершении нашего урока мы с вами все-таки должны создать слайд, создать буклет. Сейчас вы будете подходить к доске и создавать буклет, просто двигая фотографии, двигая надписи, расставляя их в том порядке, как вам угодно. И мы с вами получим готовый рекламный буклет с достопримечательностями нашего города. Пожалуйста, кто хочет первый? Айкен, давай. Еще раз попробуй. Давай. Тяни. Так, останавливаемся. Хорошо, следующий слайд. Бегом. Адельжан, выходи. Бегом. Так, подожди. Еще раз. Еще раз. Не торопись. Так, хорошо. Останавливайся. Следующий, Настя, бегом. Вот сюда поставим. Хорошо, монумент к урока. И мы с вами должны заполнить свою таблицу, которую мы начали заполнять в начале урока. Знаю, хочу узнать и что узнали. Вот сейчас подумайте, вспомните весь наш урок и запишите, что же вы узнали на этом уроке. Приступайте к работе. Прочитать текст и составить вопрос толстый и тонкий. Работать будете в парах. Распределите, кто из вас в вашей паре будет составлять толстый вопрос, кто будет составлять тонкий вопрос. Затем мы продолжим с вами работу. Итак, приступайте, читайте тексты, знакомьтесь с памятниками. Итак, ребята, готовы представить свою работу?